Друзья, ну все, выехала на своей газели уже за товаром. Машалла, все нормально. Заехали пообедать. Дорога дальняя. 2 дня нас дома не будет. Погода сырая, мокрый снег идет, холодно. Я оделась потеплее. Теплые, сапоги. Ну а что, там очень холодно на рынке. Холодина ужасная. 2 дня, можно сказать, нужно будет проводить на рынке. Девочки, мне понравилось. В чеченском кафе написано «Схалозе на себя». Потяни на себя. Прикол такой. А этот человек, если зайдет в магазин, его 2 часа невозможно дождаться. Что он там? Полмагазина уже скупил. Да. Сырая погода. Друзья, едем. Уже, наверное, часа 3-4 мы в дороге. Здесь снег идет. Не знаю, не видно почему-то, но такой мелкий-мелкий. Я не знаю, на камере видно, нет. Освещают фонари сильно. Но уже скоро подъезжаем. Еще часа 1,5 ехать. Уже устала сидеть. В газели все равно тяжело, чем в машине. В машине сиденье можно откинуть и хоть немного отдохнуть, а тут очень тяжело. Холод вообще. Вон снег идет, видно. Прям сырость, очень холодно. Друзья, мне нравится эта атмосфера. Вот именно вот ехать в дороге, заезжать в кафешки, да? Классно. Снежок такой идет, знаете, прям такая атмосфера хорошая. Машалла. Еду за вашими заказами, потому что все, что было в наличии, разобрали, отправили, все, что есть, поэтому... Ой, девочки, я хотела вам сказать, милые мои, вы на меня не обижайтесь, если порой у меня нервы сдают. Ну, правда, это очень сложно. Эта работа очень-очень сложная. Порой, знаете, вот, когда собираешь посылки, целый день идет, ты отправила, ты отправила, ты отправила, ты отправила. Понимаете, вы меня отвлекаете от дела. Я так не ответить людям, да, не ответить. Люди обижаются, считают, что молчит вообще. Начинаешь отвечать всем, да, например, у тебя уходит время, ты не успеваешь ни на что. У меня ж, помимо вас, есть же еще семья, дорогие мои. Есть семья, дети, готовка, уборка, что-то отвезти, кого-то в больницу. Пожилая женщина, свекровь. Ну, этих моментов всего ж на камере не расскажешь, ну как-то надо. Я вам сказала, что я вам всем все отправлю, но у меня нет места столько держать, чтобы посылки все, да, вот все, что заказали, вы представьте себе, сколько заказали только вот этих вот кастрюль, наборы. Это ж вообще, я не знаю, их 200 штук, а то и больше. Это я при всем своем желании не смогу их дома держать столько, понимаете? Их заказали резко, все, то, что было, отправили, то, что нету, едем сейчас, чтобы уже привезти все и вам отправить. Поэтому я на Аву, на заставку в WhatsApp всегда и в статус ставлю, если я занята, или я в дороге еду за товаром, либо когда я буду отправлять посылки, следите за моими статусами и за моей аватаркой. Ну, куда в WhatsApp фотографии ставят же? Следите за ней, пожалуйста. И я вас очень прошу, не дергайте меня, когда. Я все вам всем отправлю, мои хорошие. Вас просто у меня очень много, ну понимаете? Вас очень у меня много, а я у вас одна. Всех, потому что вот люди, которые заказали, да, например, дней 5 назад или 4 назад, они говорят, когда, но они не подумали о том, что у меня уже неделю назад, 1,5 назад люди заказали, и я собираю, отправляю. Недели 2, которые назад заказали им, потому что раз чего-то не хватает, я жду, когда поеду за товаром, уже докуплю, отправлю все вместе. Ну как-то вот такая вот система налажена. Поэтому имейте, пожалуйста, терпение, мои хорошие. Я всем вам все отправлю. Вот видите, я собралась. Уже, наверное, часов 5 мы в дороге едем. Чтобы привезти вот 2 дня, мне нужно будет провести на рынке. 2 дня, чтобы это все закупить.
Еще оттуда машину тоже нужно будет нанимать, потому что не поместится все сюда. Не поместится. А это все заплатить надо, друзья мои хорошие. Понимаете просто нас правильно. Так, ну а сейчас мы зашли немножко попить кофейку. Массажное кресло. Американо. Друзья, всем доброго времени суток. Мы приехали за товаром, остановились сегодня в этой прекрасной квартире. Я бы сразу хотела сделать обзор. Вот только мы въехали. Хочу обратить внимание на эту чистоту и порядок, который есть в этой квартире. На эти белоснежные халаты, на этот порядок. Просто сказать, что я восхищена, это ничего не сказать. Обои здесь, такой меленький рисунок. Вот понимаете, просто получилось так, что я увидела в этой квартире все то, что бы я хотела, чтобы было у меня в новом доме. Настолько минимализм, настолько все красиво. Обратите внимание на эти обои. Какая красота, друзья. Посмотрите. Ведь ничего лишнего нету совершенно. Смотрите, как красиво, как уютно. Нет этих темных тонов, этого колхоза, этого всего. Сразу, куда бы я ни приехала, у меня сразу включается стиральная машина. Это железно. Вот такая вот плитка красивая, девочки. Вот такая вот красивая. Сейчас включу вспышку, потому что так плохо видно. Обратите внимание, какой порядок. Обратите внимание, какой порядок, друзья. Я просто восхищена, я очень люблю. Для меня очень важно, я ищу, когда мы едем за товаром, я заранее, за день, за два, ищу квартиру, в которой можно заселиться. Какое все белоснежное, красивое, ничего лишнего нет совершенно. Совершенно нет. Я говорю, вот в таком виде я хотела шифонеры, шкафы, купе, все вот белое, без зеркал. Вот все вот настолько, ну просто не к чему придраться. А кухня, так это вообще, это то, о чем я мечтала. Посмотрите, тоже вот такая вот дверь. Обои. Видите, какой мелкий? Они же вообще никогда в жизни никого из вас не будут раздражать. Это же просто что-то. Смотрите, какой красивый мелкий рисунок. Я не знаю, друзья, машалла. Мы здесь на 2 или 3 дня. Но это просто что-то. Смотрите, пожалуйста, на эту кухню. Вот именно такую кухню я хочу в новом доме. Только она у меня будет не угловая, а ровная. Но именно вот так вот. Это Икеа, это все без лишних, никаких вот этих навесные потолки. Вот этот вот колхоз. Я не хочу, вот именно вот этот образ я хочу. Вот этот вот. Вот это то. Я просто увидела и поняла, да, это то, что я хотела. Все в белом виде, все аккуратно. Все настолько красиво, девочки. Друзья, ну просто вот только заехали, заселились. Обратите внимание, как все красиво. Жарочный шкаф, духовка, тоже все здесь встроено. Конечно, это ни для кого не новость. Сейчас люди давно так живут. Я не об этом. Я о том, что у меня, например, кухня, эта кухня, она мне не нравится вообще. Шкафы, чтобы мне взять что-то с верхнего шкафа, нужны усилия. А здесь, пожалуйста, открыл, все доступно. Вот, пожалуйста.
Посмотрите, какая чистота. Посмотрите, какая красота, девочки. Ой, а как встроено хорошо этот, который, как она забыла, называется, крутится в голове. Вот всегда. Я настолько восхищена, просто не передать словами. Вытяжка. Как она хорошо устроена. Именно вот этот кафель мне нравится. И здесь, обратите внимание, ничего лишнего совершенно. Белая мойка. Это то, что я хочу. Пожалуйста, шкафы. Ой, извиняюсь. Смотрите, как чисто. Машалла. Молодцы. Спасибо большое обслуживающему персоналу за то, что вот так вот все идеально чисто. Даже панель вот такую, и то я хочу тоже белую. Как все удобно, аккуратно, красиво. Пожалуйста, все доступно. Шкафы. Здесь примерно у меня будет посудомойка. Как чисто, смотрите, встроенная будет посудомойка. Ой, ну просто у меня нет слов. Дальше здесь тоже одна общая дверь. Все здесь доступно. Все полочки, все доступно. Вот такая вот тюль. Красивая очень тюль. Холодильник. Полотенце висело здесь на жаровне. Я просто убрала, чтобы вам показать общий вид. Вот такая вот тюль. Ненавязчивая, да? Сеточка красивая. Смотрите, как она на кухне красиво смотрится. Посмотрите, друзья. Вот белый вот этот стиль, это то, о чем я мечтаю. Все белоснежно, все просто... Ой, как я неаккуратно повесила. Ну, мне неудобно этой рукой. Полотенчик здесь висело. Как все идеально, как все красиво. Посмотрите. Я восхищена, чтобы вы не думали не то, что это какая-то дикарка, никогда ничего не видела. Я восхищена этому белому цвету везде и минимализму. Это то, что я ищу, что я хотела. Посмотрите, пожалуйста, вот стеклянная дверь на балкон. Выходит стеклянная дверь на балкон. Сейчас покажу балкон. Какой он прекрасный. Обратите внимание, друзья. Балкон. Там же комната. Там пока супруг отдыхает, я вам обязательно покажу. Чистенький, уютный. Посмотрите. Меня настолько это все, я настолько восхищена, друзья. Просто у меня нет слов. Посмотрите. А какое прекрасное зимний вечер. Хотела сказать утро. Какой прекрасный зимний вечер. Идет снег, деревья прям такие, прям как в сказке. Вон там газель наша стоит. Прям как в сказке, девочка. Кофе, ларек стоит. Просто заснеженное все, просто заснеженное. Красота не объяснить словами. Такая зимняя ночь красивая, прям мороз давит, снег идет, и деревья как в сказке. Ой, я влюбилась в это место вообще. Мы здесь второй раз, просто у меня реально нет слов. Реально нет слов. Это очень красиво. Эти обои, знаете, такие ненавязчивые, мелкий цветочек. Ну, покажу вам чуть позже остальные комнаты, это пока там супруг отдыхает. Ой. Красота. Стиральная моя уже работает. Очень красиво, очень. Я же говорю, это тот минимализм, то, чего я хотела. Не хочу никакого золота, никаких зеркал. Я просто хочу все чисто белое. Я же говорю, даже панель здесь, и то я сделаю белой. Машалла. Очень красиво. Очень. Теперь всегда мы будем останавливаться в этой квартире. К чему здесь придраться? К чему?
абсолютно ни к чему. Молодцы. Молодцы. Вот это все белое, вот эти вот спокойные тона. Это то, что мне надо. Вот так вот у меня будет, иншалла. Но обои это что-то нечто. Это что-то не, все такое не кричащее. Все такое спокойное. Вот именно разные обои комбинированные, очень подходящие подобрали. И шкафы. И в этой комнате тоже вот такой шкаф. 3000 танков, им дали еще 350 танков вот за эти месяцы. Итого почти 3500. На сегодняшний момент... Главное, очень удобные такие шкафы. Посмотрите. Я понимаю, что эти поставки, которые идут сейчас... Там подушки положить. Вот в таких отсеках, пожалуйста, одеяло. Посмотрите, как удобно. Как удобно. Парней ожидают нас час один, в частности, Франсис Нгану против Зерзия Риудилия Гилу Розенстрайка. Ну или Розенструйка, вот не буду, друзья. Козырей большими лингвистическими познаниями, наверное, все-таки Розенстрайк. Он, как его называют в большинстве источников. Вот дверь на балкон, на которой мы сейчас с вами. Ну, завтра днем еще тоже покажу. Больше здесь как кикер. 10 побед, тем не менее, по ММА у него 0 поражений, 0 ничьих. Класс, такой стиль. Это Анжеле очень понравилось. Она вообще в Икее влюблена в этот стиль. Ну, кровать, конечно, другая будет. Эту я не хочу. Ему 32 года, он из Суринама, представляет команды Team Biggie Boy. Собственно, это его прозвище Biggie Boy. Такой большой такой мальчик. Это да. Вот. Обладатель рекорда самого быстрого нокаута в UFC в тяжелом весе. На UFC Fight 54 он нокаутировал Алена Краузера на 9. Завтра еще покажу вам. Сейчас к нам, по-моему, приехала доставка. Мы заказали покушать, потому что мы очень поздно приехали. Дело в том, что скользко очень. Дороги просто как стекло. Вот просто реально дороги как стекло. Ой, нам уже, по-моему, звонят. Доброе утро. У нас 8:32, по-моему. Мы уже позавтракали. Помыла посуду. И сейчас собираемся на рынок. Посуду я вчера еще, что вчера кушали, помыла, и сегодня кофе попили утром. Тоже, ну, приедем с рынка, все разложу по местам. Мы сегодня тоже остаемся здесь еще, потому что нам много нужно чего покупать. Вот такие вот дела. Такое прекрасное утро. Ну, супруг сейчас пойдет машину разогревать. Вот. Прекрасное такое утро. Вообще приболели что-то, особенно он. Вообще, знаете, прям ночью аж колотило, да, вот от этого. Ну, температура поднималась, такое гриппозное состояние. Сейчас говорят, такой грипп ходит, что аж кости ломит. Так мы быстро набрали таблеток. Все время забываю с собой, куда бы ты ни ехал, нужно брать таблетки. Это вообще однозначно. Всегда мы забываем. А потом вспомнили, что в машине-то есть аптечка, а уже в таком состоянии, а на улице холод ужасный, уже в таком состоянии уже никуда не хотели, ну, выходить даже. Ну, представьте, колотит, на улице холодно какой там уже. Так, мочила тряпочки, нашла уксус. Вот так, как бы, сбивали температуру. Так вот сегодня хорошо. Уже намного легче. Обои, смотрите, машина красивая. Сегодня уже намного лучше. За окном вот такое вот прекрасное утро. Снежок идет мелкий. Вон наша машина стоит. Наша газель. Вон там. Красиво. Вообще.
Красота. Такая атмосфера, знаете, такое морозное, чудесное утро. Высокие такие деревья, ели здесь. Мне очень нравится здесь вообще атмосфера, сама атмосфера. Закрываем окно. Ой, холодно. А я бы не сказала, что мы прям так вещей набрали, прям таких уж теплых. Ой, сегодня хочу взять красную рыбу и запечь в духовке, девочки. Здесь классная такая духовка есть. Хочется что-нибудь запечь в духовке. Рыбку, не что-нибудь, а именно рыбку. Ладно, поехали мы на рынок, на оптовый, закупать вам товар. Машалла. Хорошо, что нам уже легче стало. Ой, надо же телефон свой другой взять. Алло, свой? А? Друзья, едем на рынок, все. Супруг пошел машину разогревать. Ох, холодно. Как холодно. Сейчас покажу вам задний фон. Холодно. Холодно в городе. Друзья, на самом деле настроение ноль. Я до такой степени расстроилась. Мы вчера до 2 до 3 ночи смотрели все вот эти события в Турции, что происходит. Это, конечно же, очень страшно. Очень и очень страшно, что происходит с людьми. Просто до слез сегодня. Какие деревья красивые. Посмотрите, как в сказке. Вот в этом доме мы на самом последнем этаже. Кофейку попили. Ну и сейчас поедем. Смотрите, какие деревья, да? Машалла. Я говорю, как людей жалко. Что творится? Что везде творится? Это ж не только в Турции. В других странах. Что творится? Бедные люди. Просто, знаете, ребенка доставали из-под завалин. Мать умерла, ребенок родился. Остался жив. Это ж надо, а? Девочки, вот такие Версачи. Наборы для кофе. Посмотрите, какие красивые. Они есть и в золоте. Машалла, ну, хозяин. Посмотрите, для кофе какие красивые. Bilmiyorum, sahip bilmiyorum. Yazmamışım sahip. 100 коробка. 70 yaşlar коробка var ablası. Вот такие вот наборчики. Маленькие, красивые. Вот эти в красном цвете. Кстати, девочки, вот эти у меня заказывали. Я сегодня привезу, куплю. Это именно готовые, да? Вот здесь в коробке 6 бокалов больших и 6 вот таких вот маленьких. Отличная вещь вообще. Впервые я их вижу, они в разных цветах. Вот именно, нет, по 6 штук я продавала вот так вот. Ну, чтобы вместе с маленькими, да, это уже очень-очень еще он бордовые есть. Красиво все очень.
такие у них расцветки. Еще тарелочки. Смотрите, если что, кому-то нужно будет определенная какая-то расцветка, понравится, вы можете заказывать. Вот такая вот желтая, красивая. Вот такой вот голубой. Если что, кому понравится, можете заказать. Разные. Вот как Галя на кухню я дарила сервиз. Наконец-то нашла, но только он без супниц, да? Без для первого нету, на 6 персон. Вот без такой супницы и вот без тарелочек вот таких вот. Вот. Вот такие, девочки, сервизы я продаю, вы знаете, они у меня есть. Здесь их можно заказать на 6 персон. У нас только на 12 были, а здесь вот на 6 персон есть. Очень шикарные такие вот красивые тарелочки, посмотрите. Вот. Также вот такая посуда, вот смородина, она у нас бывала в голубом цвете, а вот в красном цвете не было. Может, кому-то понравится именно в красном. Под цвет кухни там бывает же. Также есть и в голубом она цвете. Ну, смородина это известно. И еще вот такой вот расцветки. Сегодня пока что я снимаю. Ну, постараюсь закупить, что успеем. Мы на 2-3 дня приехали. В общем, вот так вот. А есть где-нибудь рядом столовая хорошая? Покушать где можно? А где? Кафе Баку есть. Кафе Баку. Азербайджан 18. Ага. Вот где продуктовый есть, продуктовый. Да. Прямо до конца администрация есть. Вот внизу администрация. Ага, хорошо, спасибо. Называется кафе Баку. Кафе Баку. Ох, что, есть светофор. Я тут заказал. Вон огромные склады. На таких складах мы берем товар упаковками, друзья. Здесь машины подъезжают, мы берем все упаковками. Смотреть, что на одном полотенчике вишенка, а на другом яблочко, никто не будет здесь. Здесь все мешками. Поэтому вы, когда вы заказываете товар, да, допустим, вы заказали у меня товар, и приходят полотенца, допустим, тоже качество, те же размеры, но другая расцветка. Вы из-за этого не удивляйтесь, потому что это имеет право быть. Здесь вот все мы берем ящиками, упаковками. Здесь, не, в этом мешочке клубничка. Ой, не, мне 3 вишенки. Здесь этот разговор никто не будет вести. Если ты подойдешь с таким разговором, они скажут: извините, мы вас не будем обслуживать. Идите где-нибудь в другом месте. Нам некогда это все. Здесь, понимаете, все мешками. Главное, вот если вы заказали полотенце по такой цене, такие размеры, определенное качество, да, там махра, либо вот эти вот велюровые, а приходит вам вообще, не дай бог, что какие-то там вообще плохого качества полотенца, допустим, с которых нитки висят, которые вообще, тогда да, тогда вы имеете право предъявить мне и сказать: это что такое? Я вам заказывала по такой цене, такие размеры, а что вы прислали? Это понятно, вот 6, 7, огромные амбары, склады. Здесь клубничку и лимончик никто искать не будет, милые мои уважаемые. Главное, что пришло качество одно и то же, размеры, которые вы заказали. Вы же понимаете, да? Товар закупаем оптом, мешками, упаковками, чтобы вы имели в виду и понимали. Я не думаю, что будет разница, если вы заказали, допустим, товар, да, и он придет. Ну это же полотенце, ними там в ванной пользоваться, на кухне. Неужели так сильно все будет печально, если придет вместо клубнички апельсинчик на рисунке? Неужели так все плохо? Мне этого не понять просто. Вот у меня вот так вот. Я забираю товар оптом. У меня может быть вместо клубнички апельсинка или смородинка. Вот так. Главное будет тоже качество. Главное, из лучшего я выберу лучшее. И вас никогда не обижу. Отправлю вам то качество, те размеры. Но может быть другой рисунок. Другая расцветка. Это главное. Девочки, охота. Ну видите, как она сверкает от цвета. Это уже у меня женщина недавно брала, зеленый.
А это коричневый, но он и покруче. Здесь какая супница мощная. Вот такая вот охота. Оригинал. Но здесь, видите, она помощнее, чем та, что я брала. Женщина зеленый заказывала. Здесь вот для салата. И если она меня смотрит, пусть посмотрит. Там у нее сестра хотела заказать. Супница. Масленица, сольница. Но дорогое удовольствие. Дорогое. Ой. Вот такое вот блюдо. Вот зайчик. Машалла, какая красивая. Новый дом обязательно. Обязательно себе такое куплю. И ОМС. Вот такие вот тарелочки. Между собой что говорят? Бля, что вы на своем языке здесь разговариваете? Разговаривайте по-русски, чтобы я вас понимала. А еще, девочки, охота. Чайные сервизы есть. Просто чай, кружечки. С чайником и без. Девочки, посмотрите. Линес. Это вот посуда, которой пользуюсь я, например, да. Турция, это все не одинаково, у них качество. ОМС это все одно и то же. Литражи у них все это все одинаковое качество. Просто новые тренды, да, новые названия. Вот у меня зеленый. Вот такой вот у меня дома, которым я пользуюсь, вы видели. А вот теперь пришли разные цвета. Есть чисто белый, да, а также вот новые формы. Сейчас поближе покажу вам. Но я обязательно куплю. Привезу, просто мы на 2 дня приехали сюда. С золотом. Обратите внимание, какие красивые. С золотом. Вот такие вот в красном цвете. Тоже они есть. Смотрите, какие красивые. Машалла. С золотом крышка идет. Обратите внимание, крышка идет золото. А цена у них одинаковая, да? Коричневая. Смотрите, какая красивая расцветка. Вот это вот золотом идет, это вот красная. Вот Линес. Это вот цвет, как у меня, но только другая форма. Очень хорошая. Чисто белая. Обратите внимание. Чисто белые. Тоже есть. А сегодня я оптом закупаю товар. Женщине в Краснодар. Мы будем ехать, и мы обещали, привезем прям домой заказ этот. У нее большой заказ. Вот, и я закупаю для нее вот розовые мантоварки, все можно подобрать. Здесь все вот это я закупаю оптом, девочки, сегодня. Поэтому, если кого-то что интересует, вот такие жаровницы спрашивали, вот такие гриль-сковородки. Если кто что спрашивал, то обратите внимание. Разные красивые расцветки. На любой вкус и цвет. Также к ним можно подобрать вон для круп. Видите, тоже и коричневая, и черная. Девочки, пришли сегодня в пятерочку. Скупиться здесь. Закупиться. Хотела показать вам, какой прекрасный вечер. Какая атмосфера хорошая, такая новогодняя. Я хотела, знаете, что вам показать. Вы же знаете, как я отношусь к Белоруссии. Как я ее люблю, Белоруссию, да? Так вот, мы сейчас зашли, скупились здесь. Все купили. Ну, я в доме обзор сделаю в квартире. Скупили всего белорусского, докупили. Вот. И зашли сейчас еще в пятерочку тоже докупили. Потому что нам здесь быть много дней. Вот, поэтому такой снежок идет, такая погода хорошая, друзья. Как мне здесь нравится. Очень красиво. Мы сейчас закупились. Ну, газель поставили на место, а сюда приехали на такси.
друзья, я себе еще такую хорошую купила шубу-пальто, скажем так. Вообще тепло в ней. Такая она хорошая вообще. Теплая. Вы знаете, она здесь стоила что-то 18 или 19 тысяч. Мужчина уже закрывался, уходили. Я так шла, он увидел, что мы замерзли. Говорит, девушка, я вам за очень хорошую цену отдам. Просто уже конец месяца, или что-то там он начал говорить, оплата. Клялся, божился, это правда, у нее такая цена. Ну, мы посмотрели, правда, очень-очень хорошая вещь. В общем, мне это пальто он за 8 тысяч отдал. Оно очень теплое, очень хорошее, прям вообще. А то мы замерзли здесь, ужасно, я прям... И еще он мне подарил платок, представьте, теплый платок подарил. Я тоже обзор покажу дома и саму вот эту шубку, но в ней тепло, здесь внутри верблюжья шерсть. Мы супругу купили, и Висхану купили куртку. В общем, он нам все сегодня... Мужчина расходился, давал нам все очень по дешевке. Но я, правда, сегодня замученная, по базару целый день замерзли. Но так тепло, такая хорошая вещь. Спасибо. Есть на свете добрые люди. Большое спасибо. Ну, обзор всего вам покажу. Я как это, русская красавица в этом платке. Хорошая очень. Друзья, такая чудесная атмосфера. Вообще. Немножко решили передохнуть. Сумки поставили. Такой зимний вечер красивый. Вообще. Потратили сегодня, конечно, капитально. Но еще дня два и домой поедем. Еще завтра, послезавтра закупать. Но, знаете, я вот в такой степени замерзла сегодня. Я просто, знаете, честное слово, расплакалась. От того, что я сильно замерзла, и знаете, я думаю, расплакалась. И так на всех людей, кто по ссылке заказал, так сильно разозлилась, думаю. И на остальных, думаю, им кажется, что это легко. Какой труд по этому холоду сегодня. Я уже идти не могу от холода. У меня руки и ноги замерзли. Это все таскать еще сколько нужно в «Газель». Дома упаковывать это все надо, ночами не спать. Как же они меня не понимают. Не буду я этим заниматься. Вот так вот. Ну, потом купили вещи, оделись потеплее. Уже мой пыл спал немножко. Ой, машалла. Ну, все, воля Всевышнего, как говорится. Ну, хорошо. Мы Свиринца Ардал, где сойдем, прогулка. А? На свежем воздухе. Вот такой воздух свежий прям. Красиво все. Вон «Газель» наша стоит. Мы уже почти пришли. Просто сумки тяжелые. Мы сначала «Газель» привезли домой с товаром, а потом поехали в магазин закупить, потому что нам еще здесь 2 дня. Девочки, поэтому я говорю, за посылки. Вот сегодня у нас какой день? Там среда, да? Сегодня среда у нас. Вот, имейте в виду, что мы здесь будем еще 2 дня. Мы приедем домой, сразу начнем собирать посылки. Я на базаре бываю очень занята. У меня руки мерзнут страшно. Я не могу каждые 5 секунд отвечать когда. Я всем, когда отправлю, скину трек-номер, чеки скину. Пожалуйста, не беспокойте меня по этим мелочам. Я отвлекаюсь, у меня и руки мерзнут, я ничего не успеваю сделать. Поймите меня правильно. Много людей заказали, много заказов, многим чего не хватило, нужно докупить, приехали, чтобы отправить всем все сразу. Ни в кого вас не оставлю я без внимания, всем все отправим. Вот не каждые 5 минут не пишите это когда. Вы понимаете, что вы просто отвлекаете меня от дела, это раз. Во-вторых, как холодно, какой мороз. Постоянно телефон в руках, он мерзнет, отвечать невозможно, я нервничаю. Меня все поторапливают, девушка, давайте быстрее. Не строчите, пожалуйста, все получите, мои хорошие. Ну, поймите меня правильно тоже, ну много заказов, понимаете, заказов очень много. Я вот еще раз говорю, недавно на Васильке, у меня аж язык заплетается от холода. Недавно на Васильке заказала, когда? В ноябре. Я 1,5 месяца ждала посылку. Написала уже буквально вот недавно, и мне говорят, ожидайте. Ну, в смысле, много заказов, ожидайте. Мы про вас не забыли. Ну и все, ничего не придраться с людьми. Доказывать им что-то. Просто много заказов, у меня много делов. Просто это все хочется раз упаковать хотя бы 200-300 посылок одним днем. Потом 200
400 посылок другим днем, чтобы, ну, хоть за раз, хоть как можно больше отправить, понимаете? Все, пойдем. Друзья, пришли с рынка, голодные, пока походили там. Ну, я решила сейчас быстро сделать обзор, показать, что купили. Значит, воду обязательно. Вот. Так, это сразу сейчас поставлю. Вы знаете, мы зашли в магазин, в белорусский магазин, и набрали там всяких вкусняшек. Ну, я вам показывала, знаете, как я отношусь к Беларуси. Вот, даже пакетик вот. Продукты из Беларуси. Вообще, обожаю. Обожаю. Ну, сейчас это надо на стол, да? Да, надо на стол. Покласть, так будет удобнее делать. Обзор. Обзорчик. Так, квас зимний, настоящий. Печеное яблоко. Со вкусом печеное яблоко. Новогодняя атмосфера. Изготовлено, вот, пожалуйста, Беларусь. Так, квас. Это вода. Салфетки обязательно. Пюрешки. Вот, супруг так смеялся, говорит, где ты нашла аргунскую колбасу? Где ты нашла здесь, в этих местах? Нашла. Вот. А я, знаете, с чего сейчас смеялась? Мы утром проснулись ехать, а у нас «Газель» не заводится. Но там нужно менять аккумулятор. Она у нас не заводится. И мы долго провозились, пытался супруг ее разогреть. Так ничего не получилось. В общем, провозились зря. Я потом пошла в квартиру, он говорит, я попытаюсь завести, ты иди пока в дом, чтобы не мерзнуть. В итоге ничего не получилось, нужно менять аккумулятор. Потратили полдня, но все, сейчас же по ходу, по очередности буду рассказывать. И мы свои дела сделали, все сделали, потом, мы свои дела сделали, все сделали, мы там на рынке. Мы одну «Газель», не нашу, загрузили, отправили уже туда домой только с этими кастрюлями. Больше там ничего нету. Они ж много места занимают. Но еще докупить нужно. Мы на одной «Газели» привезли сюда на место, перегрузили в нашу, а сами поехали на такси. Взяли такси, поехали на рынок там еще там скуплять такое по мелочи. Эти светофоры и так далее. Ну я что хотела сказать. Когда мы уже подъехали сейчас вечером на такси, а мы зашли еще в «Пятерочку» сюда, в белорусский магазин. И мы такие идем с супругом по аллее с сумками. Ну вот сейчас я вам показывала. А он говорит мне, ну по-честски, что в общем «Газель», ой, яцу. Ну перевод такой, что так-то наша «Газель» с тобой неплохая. Ну он имел в виду вид со стороны ее. И что там «Газель», ой, яцу. Ну в смысле о том, что мы ее не с нуля купили, она, конечно, подержанная, мы это знали. Но он хотел сказать, со стороны неплохо смотрится. А я такая, да, толку, что она неплохо смотрится, если мы не можем ею пользоваться, на такси разъезжаем. Мне так смешно стало. Но это все не проблема. Оказывается, мы сегодня приехали, мы сегодня почти ничего не успели. Почти ничего не успели. Хотели все это перенести на завтра. Завтра у нас что? Четверг. Или что у нас завтра? Давайте я посмотрю, что у нас завтра, друзья. Я же не могу так ничего говорить вам точно. То, что не хочу. Вторник. Сегодня вторник, завтра среда. А я думаю, как четверг? Они же наоборот говорили, что у них четверг это оптовый день. А что, завтра среда, оказывается, нигде ничего здесь не работает. Поэтому нам завтра придется здесь торчать, хочешь, не хочешь, потому что много чего не купили, машину не смогли завести. И причем это проблема сегодня у многих, потому что морозы все резко метет. Анжела говорит, мам, видно вообще света белого не видно, снег метет, и так на несколько дней передали. Вот, то поэтому завтра нам придется остаться. Ну, раз завтра, но все к одному. Раз завтра оставаться, тогда я завтра конкретно еще все, что заказы я принимаю, буду себе записывать, принимать заказы, делать обзоры в Телеграме и так далее. А муж займется, подремонтирует машину, там нужно, там еще знаете, что вот эти вот дождевики, мы очень тяжело доехали, потому что дождевики
ну, то ли не работает, ну, короче, замерзало стекло, и мы каждые 5 минут останавливали, чтобы очистить стекло. В общем, мы еле. Мы сюда ехали часов 6, наверное, представляете? Приехали уже уставшие. И плюс утром же опять она подвела, опять с аккумулятором или с чем-то. Не завелась, короче говоря. Ну, в общем, завтра он тогда займется нею, подремонтирует. А он вроде бы еще хотел колеса поменять. Ну, в общем, будет видно. Уже столько денег положили, и, представьте, за квартиру тоже каждый день немаленькая сумма. И покушать надо купить. Ну, это все не ваши проблемы, это все наши проблемы. Ладно, я же хочу дальше показать обзор. Но я хочу сказать, что первый раз в пятерочке, раньше никогда не было, очень дорого. С грибами взяла пюре, неохота мне здесь чистить картошку и все такое. А пюрешку я люблю. Пюре. Ну, там вытащили пятерочку. Я хотела сказать, что сейчас я достану. Все же хочу сказать, что в белорусском магазине купили. Ну, вот такой, ой, как пахнет батончик такой, наисвежайший. Да? Потом дальше вот таких батончиков. Коммунарка. Белорусский. Ой, там так в этом магазине так пахло шоколадными конфетами, как раньше, по ГОСТу, настоящие. Я вообще люблю. Потом это, вот такие грибы в сливочном соусе, эти чипсы, пластинки. Мы купили. Я купила, мы купили. Я все не могу еще русский язык, чтобы прочитать, извиняюсь. Ну вот, Республика Беларусь. А я все еще. Я очень люблю все, что связано с грибами. Вообще Беларусь я обожаю. Грибочки купили. Тоже хороший сезон ассорти. Ассорти Беларусь. Маринованные грибочки купили. Ну, колбаска это наша аргунская. Супруг следователь здесь не ждет ее на шаге. Дальше. Все такое, потому что нам на 2-3 дня оставаться, чтобы, ну, чтобы такое. Так-то мы будем ходить в столовую питаться, так что перекус вот эти. Икра из баклажан. Это тоже изготовитель. Республика Беларусь. Должно быть очень вкусно. Что я обожаю. Беларусь все вкусное. Все. Икра из кабачков. Икра из кабачков. Это тоже Беларусь. Это тоже Беларусь. Ой, а молоко сгущенное, девочки. Какого только не было. Но взяла на пробу. Это 100 с чем-то стоит. А еще обычное молоко, прям, знаете, прям такое, прям по банке видно, что прям аж, ох. Ну, будем ехать домой, еще куплю домой и конфет, и всего детям повезу. А это мы купили там же, в том магазине белорусском, это куриный рулет, чисто куриное мясо, запеченный, ой, как пахнет. Что-то он 900 с чем-то килограмм, здесь полграмма. Но вкусно-вкусно пахнет. Да, можно сейчас положить сразу в холодильник, морозильник с картофелем и с грибами, вареники. В Беларуси, девочки, белорусские вареники, да. Наша, рисуночки такие белорусские. Люблю. Так, сметанка минская. Минская сметанка. Это мы 3 с чем-то заплатили. Дороговато, но маслица такое же. Минская. Потом творог. Я люблю творог. Здравушка со сметанкой. Утром. Да? Потом вот такие вот сырки, батончики. Сырок творожный сладкий с мармеладом. Тоже будем ехать, куплю домой детям сосиски и всем остальным.
с ароматом ванили. Это с мармеладом, а это с мармеладом. Ну, такое, кофейку нам. Ой, да, то, что происходит вот это в Турции, вот это во всем мире. Мама моя родная, как жалко людей. Как людей жалко. Это просто что-то. Вообще целый день измыслю эту всю полностью, честно слово. Это рыбка. Картофель я 4 взяла, по 2. Это икра красная, лососевая. Лососем там, по-моему, не пахнет, да? Лососевая икра, свекла, в майонезном маринаде, готовый салатик. Потом спаржа по-корейски. Это наше с Анжелой любимое блюдо. Потом вот такие вот, знаете, слоенки купила с адыгейским сыром. Они аж горячие были, когда я покупала. Ну, конечно же, куда же деться из моих любимых. Без креветок. Креветки обожаю. Это на несколько дней хватит. А ты можешь что еще буду докупать? В общем, морепродукты мы любим всегда. Всегда любим морепродукты. Готова есть их всю свою жизнь. Бочки, ну, в общем, вот так вот, я не знаю, 5-6 у меня ушло, девочки. Вот вода еще, ну, в общем, все вот это, что купили. Все, ладно, мы сейчас поужинаем. Ставьте лайки, пишите комментарии. Девочки, я всем вам еще раз хочу напомнить. У нас светофоры по 2000 идут. Дальше набор кастрюлей есть за 9000, которые пришли новинки. 8500 обычные МОМС кастрюли. Это на такой товар, на который более-менее такой, знаете, который часто спрашивают, чтобы вы имели в виду. Все, ладно, дальше еще выйду на связь, с вами все расскажу. Новая воспитательница, ну, в новом садике из Раиса нам сделала. Да? А все, да, я телетан. Телефон. День защитника спешим. Мы поздравим всех мужчин, добрых и смелых, молодых и зрелых. Пожелаем от души, чтобы не было войн. Было крепко, что здоровье, и для всех хватало сил.